В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о координирующей роли МИД президент провел совещание с правительством. Парламент отменил каникулы и продолжил работу. Репортаж заседания сессии. О качестве рабочего места. Новый тест в госстатистике. Президент Рауль Хаджимба провел совещание с правительством страны о координирующей роли МИД Абхазии. Президент напомнил, что в 2006 году был издан указ о координирующей роли МИД Абхазии при ведении единой внешней политики. Рауль Хаджимба напомнил, что в соответствии с этим указом все органы исполнительной власти обязаны информировать Министерство иностранных дел об осуществляемой международной деятельности, о международных связях, официальных поездках, консультациях и переговорах, подписываемых либо предлагаемых к подписанию документах и договоренностях. Вместе с тем президент подчеркнул, что зачастую руководители ведомств не информируют МИД Абхазии о поездках. Хаджимба поручил Министерству иностранных дел письменно докладывать обо всех ситуациях подобного рода. Все органы исполнительной власти обязаны информировать Министерство иностранных дел об осуществляемой международной деятельности, о международных связях, официальных поездках, консультациях и переговорах, подписанных либо предполагаемых к подписанию документах и других договоренностей. Если ваши какие-то зарубежные коллеги планируют официальные визиты в Республику Абхазия, вы также обязаны об этом заблаговременно информировать МИД Республики Абхазия. Точно так же это касается, как написано здесь у нас в указе, и проекты соглашений административно-территориальных единиц Республики Абхазия с субъектами иностранных государств подлежат согласованию с Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Что предполагает, наверное, все-таки, прежде чем такого рода проекты составить, побывать на тех территориях. Мы заключаем некие побратимские, как говорится, отношения с теми или иными, как говорится, городами. При этом никому никто не докладывает. Уехали, заключили какие-то соглашения, вернулись назад. Потом это становится известным и МИДу, и руководству, как говорится, страны. Такого быть просто не может. В последнее время правительством были предприняты меры по усилению роли МИДа, но думаю, что, видимо, этих усилий стало недостаточно. Иначе вот сегодня мы вас не собирали. В этом как раз-таки часть ответственности и самого МИДа тоже. Кабинет министров принял постановление о заключении соглашения между правительствами Абхазии и Венесуэлы о сотрудничестве в области культуры и проект соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимном признании дипломов образования и квалификации. Какие еще вопросы рассматривались на заседании правительства, расскажет Амра Амичба. За постановление о заключении соглашения между правительствами Республики Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла, которое представлял замминистра иностранных дел Кантаня, члены правительства проголосовали единогласно. Также поддержали и проект соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимном признании дипломов образования и квалификации. По словам министра образования и науки Адгура Какоба, из-за отсутствия закона об образовании до сих пор подобного соглашения между двумя дружественными государствами не было, хотя необходимость в нем назрела давно. По представлению министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, правительство утвердило положение о лицензировании деятельности по монтажу, наладке, техническому обслуживанию автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров. При утверждении положения о порядке лицензирования деятельности по импорту этилового спирта, оптовой реализации импортируемой алкогольной продукции и пива, исполняющий обязанности министра экономики Адгур Ардзинба отметил, что несмотря на некоторую либерализацию процедуры получения лицензии, усилен контроль над исполнением соответствующего закона. По представлению Адгура Ардзинба внесены изменения в постановление Кабинета министров от 2005 года о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия, которые предусматривают повышение на 80 копеек тарифа за электроэнергию для владельцев домохозяйств, гостиниц и отелей, потребляющих свыше 20 киловатт. Мы вынуждены это делать, потому что у нас потребление растет очень сильно. В прошлом году у нас потребление электроэнергии увеличилось на 10%, даже на 11 практически процентов. Мы уже подошли к пику, у нас не хватает энергии, имеется в виду той энергии, которая может быть доставлена качественно до потребителя, ее катастрофически уже не хватает. В городе Гагра, Гагрском районе, Гудаутском районе мы просто уже не можем подключать новые объекты. 20 киловатт, я думаю, это мера необходимая, она
диктуется сегодняшней ситуацией. Поэтому это правильно, я считаю. Более того, тут говорили не раз, да, это о собираемости электроэнергии, это не проблема. В первую очередь, конечно, должен быть флагманом в этом деле Черноморэнерго, но это проблема всего нашего правительства. Нам надо будет от уровня Министерства экономики тоже, конечно же, продумать меры, как это сделать. Исполняющий обязанности министра экономики Адгур Ардзинба представил коллегам постановление, над которым абхазская и российская стороны работали более 9 месяцев. Речь идет о мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абхазии в рамках инвестиционной программы и содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. Помимо 1 миллиарда 200 миллионов рублей, направляемых через инвестиционное агентство на кредитование бизнеса, будет выделено еще 940 миллионов рублей. Это российская финансовая помощь, которая будет направляться на реальный сектор экономики. То есть вот те 9,3 миллиарда рублей, которые на Абхазию направляются за 2-3 года, из них 940 миллионов, практически 1 миллиард, мы согласовали, что пойдет на поддержку нашего бизнеса. Здесь предусмотрены широкий спектр механизмов поддержки наших предпринимателей. С помощью вот этих бюджетных инвестиций, этих средств, которые дает нам Российская Федерация, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам, в том числе субсидирование затрат на приобретение сельхозоборудования, произведение работ по сельхознаправлениям, в том числе соучастие государства в инвестиционном проекте до 50%. При рассмотрении постановления о выделении земельных участков на строительство курортных объектов у ряда министров возник вопрос, действительно ли будут строиться курортно-оздоровительные комплексы, как это указано в постановлении. По утверждению исполняющего обязанности министра по курортам и туризму в Тандилагарске, до сих пор не построено ни одного санатория или оздоровительного комплекса. Получив разрешение с такой формулировкой, собственники строят лишь гостиницы. Члены правительства высказали мнение о целесообразности внести поправки в Земельный кодекс и налоговое законодательство. В нынешней редакции за строительство санаторно-оздоровительных комплексов предусмотрена меньшая ставка земельного налога, нежели при строительстве гостиницы. Именно этот пункт, по мнению членов правительства, требует изменений. Амра Амичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Парламент Абхазии отложил летние каникулы. Такое решение было принято на очередном заседании сессии Народного собрания. Депутаты внесли изменения в закон о страховании и о государственной пошлине и приняли их в окончательном чтении. Также парламентарии ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия. Нисфа Аршба продолжит тему. Такой короткой повесткой дня депутатский корпус давно не баловал журналистов, которых на заседании сессии было много. Всего 2 вопроса и 1 в графе «Разное». Представители СМИ пытались запечатлеть каждый момент перед уходом парламентариев на каникулы. Однако этого не случилось. Спикер Валерий Бганба предложил коллегам отложить отпуск. Произошли события, это отставка правительства или отставка генерального прокурора. Я думаю, в этот момент нам уходить на каникулы не совсем целесообразно, поэтому, если вы не возражаете, мы продлили на какой-то срок работу весенней сессии, а потом уже компенсировали эти каникулы за счет сентября месяца. Проект закона о страховании депутаты обсуждали не раз. Этот документ предлагалось дополнить статьями о выдаче лицензии на ведение страховой деятельности сроком до 10 лет и о взимании государственной пошлины за предоставление лицензии на ведение страховой деятельности. На той сессии было представителем администрации президента было сделано замечание, вот мы его в принципе внесли, установили срок действия лицензии, срок выдачи лицензии 10 лет. И тут же вводим, за эту лицензию берется пошлина. Проект закона о государственной пошлине был дополнен еще одним пунктом, согласно которому за предоставление лицензии на осуществление страховой деятельности будут взимать пошлину в размере 15 тысяч рублей. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба предложил внести поправку, согласно которой закон вступит в силу сразу после его подписания и опубликования. С учетом замечаний законопроект единогласно был принят в окончательном чтении. Далее депутаты ратифицировали документ, регламентирующий порядок и условия софинансирования повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии. Как известно, само соглашение было подписано 14 апреля 2015 года, ратифицировано парламентом Абхазии
5 мая 2015 года, и соглашение предусматривало выделение средств на софинансирование расходов повышения основным работникам указанных учреждений. Данное соглашение в течение 2015 года не было реализовано, и это софинансирование не осуществлялось. Изменения предусматривают перенос сроков исполнения на 1 год, то есть выплаты должны осуществляться с 2016 по 2018 годы. Представитель президента в парламенте пояснил, что ратификация позволит начать финансирование в течение августа-сентября и погасить образовавшуюся задолженность по заработной плате. Нисфарш Байлана Ласурия, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. В Управлении государственной статистики провели исследование качества рабочего места. В нем приняли участие сотрудники управления. Им был предложен тест, разработанный Американским институтом общественного мнения. Это новый в нашей стране метод, используемый для того, чтобы узнать, как сотрудник относится к своей работе, что думает об условиях работы и о многом другом. О результатах исследования в репортаже Сарии Смар. Статистическое исследование качества рабочего места на примере Управления государственной статистики в Абхазии проводится впервые. Идея проведения такого исследования принадлежит молодому специалисту Иналу Габлия. Тест состоит из 12 вопросов, отвечая на которые респонденты ставили баллы от 1 до 5. По итогам был сформирован отчет, общий результат которого составил более 70%, что означает хорошее качество рабочего места. У нас есть потенциал роста, чтобы сотрудники оценивали качество рабочего места еще выше, чтобы они были более удовлетворены, чтобы у них было больше возможностей для учебы, для роста, чтобы у них вообще понимание, что они делают важную для республики, для страны, для себя работу, становилось еще больше и больше. Мы хотим или каждый месяц это проводить, или каждый квартал, чтобы увидеть динамику развития нашего рабочего места, нашей культуры корпоративной, которая сформировалась уже на протяжении многих лет. По результатам исследования практически все сотрудники знают, что от них ожидается на работе. В коллективе складывается ощущение того, что с мнением каждого считаются, и коллеги стремятся выполнить работу качественно. Вместе с тем, многие ответы говорят о том, что не все в их работе идеально. Например, не хватает материала для эффективного выполнения работы. В основном это доступ к интернету, новые версии программного и технического обеспечения. По словам сотрудников, тест открывает глаза на многие, как оказалось, важные вещи. Первый раз за 14 лет, что я работаю в управлении госстатистики, мы проводили такой социологический опрос. Интересно было узнать, какой получится результат, как мы друг к другу относимся, какой у нас рост, отношение к работе и все вопросы. Для молодых, для начинающих, я думаю, будет начало так, они пока еще не определились, но в дальнейшем уже, если еще раз повторить этот опрос, будет видно, как у них изменилось отношение к работе, друг к другу со временем и что получится в итоге. Некоторые вопросы также выявили, что сотрудники слабо ощущают благодарность или одобрение со стороны руководителя за хорошо выполненную работу, а также не у всех есть возможность на работе для учебы и карьерного роста. По словам начальника Управления государственной статистики Камы Гогия, такого рода исследования позволят выявить все эти недостатки. Этот проект очень интересный, я считаю, он нужен не только для нас, как Управление статистики, я думаю, он нужен и для других министерств, ведомств, потому что у нас изменяется атмосфера, климат в коллективе. С чем это связано? Приходят молодые люди, происходит утечка кадров. Найти причины и сделать упор на это, исправить ситуацию, я думаю, это задача любого руководителя. И во-вторых, после получения этих ответов мы должны принимать адекватные меры для того, чтобы атмосфера в коллективе тоже была нормальная и рабочая. Все вопросы теста и его результаты в скором времени появятся на официальном сайте Управления государственной статистики. Исходя из того, что этот проект достаточно новый для нашей страны, пока он находится на стадии совершенствования. Но как только он будет полностью изучен, у многих организаций появится возможность его использовать. Сария Смар, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В Сухумской городской администрации представили новый модернизированный сайт. Как рассказал журналистам заместитель главы столичной администрации Леон Кварчия, одной из первостепенных задач, которые стоят перед руководством города, является обеспечение прозрачности работы мэрии, снижение количества административных барьеров, повышение эффективности взаимодействия с предприятиями и гражданами столицы. На обновленном сайте администрации жители и гости столицы смогут ознакомиться со структурой мэрии, ее руководством, с подведомственными предприятиями и руководителями, а при необходимости связаться с ними. Кроме того, можно узнать историю Сухума, о его достопримечательностях, ознакомиться с предприятиями и организациями, функционирующими в городе, а также получить справочную информацию. Изюминкой сайта является раздел «Важные документы». В данном разделе пользователи смогут получить исчерпывающий перечень документов и процедур, необходимых для получения той или иной государственной услуги. Кроме того, у них будет возможность скачать необходимые для заполнения документы в электронном виде. Данная работа была проведена по результатам анализа наиболее проблемных участков работы администрации города, то есть тех направлений, которые вызывают наибольшие нарекания со стороны граждан и предпринимателей. Состоялось отчетно-выборное собрание членов Союза художников Абхазии. На нем выступил бывший председатель Союза художников Адгур Дзидзария. В своем выступлении он подробно рассказал о проделанной им работе за 5 лет. В свою очередь, коллеги поблагодарили Адгура Дзидзария за ту работу, которую он выполнял, будучи председателем Союза художников. На собрании были избраны члены правления Союза художников из 7 человек, которые затем избрали нового председателя Адгура Ампар. В Сухумском доме творчества «Айнар» состоялась презентация фотоальбома и выставка фотографий, посвященных приезду в мае 1963 года Никиты Хрущева и Фиделя Кастро в Абхазию. В рамках мероприятия была организована фотовыставка снимков Константина Таркил, вошедших в альбом. Создание фотоальбома, посвященного этим событиям, это уникальный проект, который сочетает в себе как историческую, так и дипломатическую ценность, отметил присутствовавший на презентации посол России в Абхазии Семен Григорьев. Это действительно уникальный проект, который сочетает в историческую и политическую ценность. Это говорит о странице нашей общей истории. То событие сопровождалось талантливым фотографом и осталось столько документальных свидетельств, причем сделанных не формально, как это бывает при освещении официальных визитов иностранных глав государств, а именно сделанных по-человечески и позволяющих сейчас посмотреть на все эти фотографии с доброй искренней улыбкой. МЧС Абхазии ведет поисково-спасательную операцию по спасению российской туристической группы. 5 человек совершали поход на горный хребет Чедым. По предварительной информации, озером Цра на одном из водопадов сорвалась одна туристка. К счастью, она осталась жива. Для спасения туристов задействован вертолет, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье ночью и утром дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем плюс 32-34 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.